Я знаю, как ты любишь уютную атмосферу и ароматные латте, поэтому сегодня мы с тобой за ЦУМом в кафе «Арабика». Замечательное место, чтобы посидеть и побеседовать. Артем, насколько я знаю, ты не попал на премьерный спектакль «Похороните меня за плинтусом». Но не расстраивайся, 31 октября в Русском театре его покажут вновь. Граф Дракула, Ван Хельсинг, Вурдалаки, зомби, Фредди Крюгер. Все они будут тусить в клубе 49 31 октября. Нас тоже приглашают. Я не пойду. Пойдешь. В эту пятницу в IQ кафе весьма насыщенная программа. В 16:00 там пройдет лекция на тему шатана в нарских сказаниях, а в 19:00 просмотр страшных фильмов. Ну и, конечно же, «Холмская мафия». Кого из голубоглазых актеров ты знаешь? Брэда Питта. Ну, конечно, Брэда Питта. Так вот, в кинотеатрах нашего города пройдет премьера фильма «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли. Думаешь, хуже уже не будет? Будет, поверь мне. Многие погибнут, многих убьем мы. Я начал убивать немцев в Африке, теперь я убиваю их в Германии. Огонь! Готов! Пристрели этого ублюдка! Стреляй! Давай! Выполняй приказ! Идеалы могут быть гуманны. История никогда. Прежде еще много людей погибнет. Но нам ведь платят по $1 в день, да? Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Они идут! Сколько? 300, кажется. Пятером против 300. Мы никогда не отступали, и сейчас не отступим. Это еще не конец! Мы примем бой! Стреляй! Ярость. Забыла сказать, в Театре оперы и балета 2 ноября пройдет опера «Трубадур». Я знаю, что ты любишь хороший юмор, но как ты относишься к черному юмору? So-so. 31 октября в комедий-баре «Подвал» в Хэллоуин пройдет вечеринка черного юмора. Там и узнаешь. Продолжая тему Хэллоуина, могу точно сказать, что в арт-клубе Infinity будет умопомрачительное шоу от группы Illinois в стиле Хэллоуин. Также вскоре эта группа презентует в клубе свой альбом. Во Дворце металлургов 3 ноября пройдет концерт «3 звезды». Видеоафиша продолжает тему кинематографа. Несколько дней назад состоялась презентация фильма «Эхо ветра». Сегодня у нас в гостях сценарист, режиссер этой картины Константин Будаев. Здравствуйте, Константин. Рад видеть у нас в гостях. И такой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы приняли решение принять участие в этом проекте и быть, так сказать, его локомотивом? Мне было предложено снять кино об ансамбле «Алам», о Симде, о танце Симд, типа документального кино. Вот. Но я не документалист, и так, поговорив абстрактно о сюжете, в принципе, не имел намерения даже работать на эту тему. Вот. Я сперва предложил просто сюжет, чтобы они его развили и сами снимали. Вот. Потом, как-то так получилось, что стали меня убеждать, чтобы это делал я. Было сложно, но в результате вот я включился в это дело, и начиная вот с этапа литературного сценария, закончилось, потом режиссерский сценарий, закончили, и вот уже съемочный период. Расскажите про время и про эпоху. Почему на 19 век? 19 век, потому что это несколько направлений. Во-первых, это костюм. Костюм, он еще сохраняется, как бы вот тот, который был, понимаете, но уже могут быть какие-то элементы вот из сегодняшнего. Ну, не из сегодняшнего, но более-менее там как бы... То есть это стык времен, в смысле костюмов, понимаете. С другой стороны, это интересно еще тем, что взаимоотношения как бы вот людей,
они тоже, еще как бы вот сохранялась архаика та, которая была, понимаете, но уже могут быть элементы сегодняшнего. То есть, чтобы сегодняшний зритель каким-то образом мог бы подтягивать к себе или себя подтягивать в условия тех персонажей, которых он видит. Да, представляю, сколько сложно было передать все-таки через музыку, танец, действие, характер. Да, вы вот через вот это все этим руководили. Ну, без характера вообще не выстраивается ни один, будем говорить. То есть человек, если он актер, да, он прежде всего должен определить характер своего персонажа, своего героя. Если он не определил, то ему работать трудно. Если определил, он его пускает просто, так сказать, вот в те условия, в которых должен существовать его образ, его, так сказать, персонаж. И сам характер выстраивает уже линию. А вы намеренно вот, избежали таких вот диалогов, каких-то глубоких мыслей, речей? Я просто скажу одну такую простую вещь. Для актера всегда очень важно пережить, а не сказать. Вот если я сказал, мне уже играть нечего. Если я сказал, мне уже переживать нечего. И человек становится пленником вот этих вот слов. А расскажите, как вы нашли главную героиню Тому Тотарову? Главную героиню мы много искали, и мне присылали фотографии разные в Питер еще, да, чтобы кого-то утвердить. И никто не укладывался в рамки моего восприятия этого образа. Вот. И когда я уже сюда приехал, мне там опять там чего-то там предлагали, я говорю, неужели нет в Осетии человека, который мог бы, ну, хотя бы соответствовать внешне, понимаете? Ну и получилось так, что Тома вообще стояла рядом с теми, кого мы пробовали. И когда смотрели, что-то мне показалось, одна реакция. Ну, я задавал там какую-то реакцию, она с подружками там. Тома должна была быть одной из подружек вот, героини. Вот. И когда я задавал героине там вот, задачи какие-то, прямо на экране я уже вижу, что вот реагирует правильно именно Тома. Собираетесь ли вы показать эту картину повторно у нас в республике и за ее пределами в Москве или в Питере? Ну, не скажу нет. Если бы было, допустим, сейчас вот была возможность, допустим, где-то показать, мы бы могли показать. Разве что завтра мы должны это сделать на Штернахаше. Там вот завтра будет вот слет, вы знаете, да, Координационного совета всех Остин. Вот там должны показать хотя бы. Ну, теперь, собственно говоря, перейдем к вам. Где вы любите отдыхать? Ну, когда есть возможность, я всегда бываю здесь. Я, например, не езжу ни на какие там Канары, то есть я не люблю такие формы отдыха. Я вот здесь вот всегда. Как вы считаете, послужит ли ваша картина неким импульсом для возрождения национального кинематографа? Я уверен, что каждый человек, когда выстраивает свой сюжет, даже вот просто на уровне сценария, да, он уже об этом, ну, я имею в виду профессионал, он уже обязан об этом думать, понимаете? И когда мы работали, мы, в принципе, работали для Осетии, да, но во многом во имя Осетии. А во имя Осетии это значит не только для Осетии. Чтобы мы даже изначально говорили, вот должно быть так, что вот увидят человека и скажут, вот, а где они, откуда они, осетины, надо туда. Спасибо вам большое за это замечательное интервью, и мы желаем вам удачи во всех ваших идеях, которые вы запланировали, чтобы все сбылось. На самом деле, спасибо большое. Спасибо, я желаю вам удачи, вы молодые, красивые люди. Я думаю, что ваша тема, она всегда вот, как бы выражает вот сегодняшний день, и чтобы этот сегодняшний день был таким же красивым, как и вы, чтобы хотя бы в какой-то степени вот все, что вы делаете, соответствовало тому, что вот я вижу, так сказать, в образе вас. Продолжая тему Хэллоуина, 31 октября в арт-клубе Infinity будет Ты же знаешь, я знаю. Артем, насколько... Не стреляй мне. Послушай, не учи. Артем, насколько... 16:00 пройдет лекция на тему Шатановская эпоси, царство сказаниях. Короче. А собираетесь... Подожди. А собираетесь
собираетесь